Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 21 и 22 октября Общественная палата республики проведет региональный гражданский форум «Здоровый якутянин. Здоровое общество» в онлайн-формате. Форум посвящен Году здоровья в нашей республике. О предстоящем мероприятии мы поговорим сегодня с нашей гостьей Надеждой Махначевской. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот состоится у нас в республике региональный форум. С какой целью проводится это мероприятие? Да, действительно, в этот четверг и в пятницу, 21 и 22 октября, Общественная палата Республики Саха-Якутия при поддержке правительства республики проводится ежегодный региональный форум, который у нас в этом году посвящен Году здоровья. Цель проводимых форумов, вообще по гражданских форумов, она приурочена в первую очередь открытому диалогу власти, общества, некоммерческих организаций, органов, в том числе муниципальных образований. А какие вопросы, если вот мы говорим о том, что будет взаимодействие власти, некоммерческих организаций, что же там будет на этих дискуссионных площадках? Какие темы будут подниматься? В этом году форум пройдет по 5 дискуссионным площадкам. Это основные наши темы, которые затрагивают в первую очередь те вопросы, которые сейчас достаточно актуальны в нашей республике. Это первая площадка у нас пройдет по благоустройству экосистемы. В этой площадке у нас будут затронуты вопросы достаточно актуальные и по пожарам, которые были в этом году летом в нашей республике. Вторая площадка посвящена культуре, патриотизму. Но это вопросы, которые были, есть и всегда будут востребованы нашим обществом. Третья площадка, она пройдет по вопросам просвещенного родительства, по тем проблемам, которые на сегодняшний день также очень актуальны. Это касается и в том числе дистанционного обучения наших детишек. Ну и, конечно же, площадки по взаимодействию граждан, общества, что можно сделать в целях развития некоммерческого сектора экономики. То есть здесь мы говорим не о здоровье в привычном нам понимании, а в более широком понятии, что есть и духовное, ментальное и прочие виды Да, здоровья. конечно, безусловно, эти вопросы у нас будут затрагивать не только о здоровье, как о медицине, но в первую очередь это и здоровье, здоровое питание, это в первую очередь и воздух, которым мы дышим, да, ну, в общем, все, что связано со здоровьем человека. Ну, по итогам форума будет разработана резолюция Общественной палаты республики, которая будет направлена в адрес и представительных органов государственной власти в лице Илтумена, и в адрес правительства Республики Саха-Якутия. Скажите, Надежда Вячеславовна, а вот ранее проводились ли подобные форумы? Можем ли мы с вами углубиться в исторические моменты? Да, гражданские форумы у нас проводятся в республике с 2012 года, уже 9-й год подряд, и форум несет такой ежегодный формат. Ранее, конечно, форумы проводились у нас в офлайн формате, то есть это были и выездные форумы в районы республики. В этом году в связи с эпидситуацией форум проводится у нас в онлайн формате, как и в принципе в прошлом году. Но эффективность от того, что форум у нас проводится в онлайн формате, ну, по практике прошлого года, практика прошлого года показывает, что в принципе эффективность она высокая. Есть вероятность того и есть опыт того, что принимают участие в онлайн-формате и другие регионы Российской Федерации. В прошлом году гражданский форум охватил более 12 тысяч людей из 17 субъектов Российской Федерации, в том числе и представители Общественной палаты Российской Федерации принимают участие. Это председатели комитетов, это и советы на уровне Дальнего Востока. И в этом году планируется участие Департамента соцсферы и некоммерческих
некоммерческого сектора, Министерства экономического развития Российской Федерации, ну и президентского фонда культурных инициатив, который по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина был создан в этом году. Будет принимать участие руководитель данного фонда Роман Карманов. А вот какие ранее цели поднимались на предыдущих гражданских форумах, если в этом году у нас тема объявлена темой здоровья? В предыдущие годы, допустим, в 2012 году очень остро стоял вопрос о том, чтобы был орган исполнительной власти, который непосредственно, функции которого вошли бы курирование именно некоммерческого сектора экономики. Таким образом, у нас в республике был создан департамент по развитию институтов гражданского общества, который в последующие годы был преобразован в отдельное министерство. Ну и на сегодняшний день эти функции переданы в наше министерство, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Допустим, в 2017 году очень остро наши активисты ставили вопросы о том, чтобы был единый грантооператор в республике. Некоммерческим организациям, конечно, очень сложно перестраиваться под каждый конкурс и писать проекты в различных форматах, то есть форма заявки разная. И также ставились вопросы о том, чтобы был в регионе и отдельный проектный офис. В принципе, все эти актуальные вопросы, они на сегодняшний день решены. И в 2020 году, как раз-таки в прошлом году, многие знают, что был создан единый грантооператор в лице нашего министерства, который в себе объединил более 10 грантов и субсидий, которые предоставлялись до 2019 года некоммерческими организациями из различных министерств, ведомств. В наш грантовый конкурс включились практически все министерства, которые предоставляли гранты именно соцсферы. Это Министерство труда, Министерство образования, Министерство культуры и так далее. И в 2020 году, в начале 2020 года был создан единый ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций в виде проектного офиса. И нужно отметить, что те вопросы, которые ставят у нас активисты и гражданское общество, они по мере своей актуальности и возможности, они, конечно же, максимально решаются. Скажите, вот форум проводится в онлайн-формате, а где и как можно получить ссылку, ознакомиться с материалами, стать участником вообще этого мероприятия? Может, любой желающий или для этого есть отдельная категория граждан все-таки? Любой желающий может принять участие. У нас создан специальный сайт по ссылке мероприятия якутии.рф. На этом сайте на сегодняшний день размещена вся программа форума. Можете ознакомиться со всеми модераторами, спикерами. Через этот сайт у нас идет регистрация форума, и можно все ссылки на Zoom, по которому будут проводиться, по которым можно принять участие в площадках форума, можно там найти на этом сайте. Ну и кроме того, этот сайт у нас будет вообще действовать во всех крупных наших мероприятиях, которые будут проводиться на уровне Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, а как вообще сегодня у нас в регионе развивается гражданское общество, если мы говорим о том, что подобные форумы проводятся аж с 2012 года? Какие инструменты помимо дискуссионных площадок используются для этого развития? Ну, в первую очередь, конечно же, есть экономическая составляющая поддержки наших некоммерческих организаций. Вообще в республике на сегодняшний день действует более 2200 некоммерческих организаций, из них социально ориентированных более 1600. Есть и территориальные общественные самоуправления, их у нас более 20. Есть такие организации, которые являются исполнителями общественно полезных услуг, которые включены в реестр Министерства экономического развития Российской Федерации. Их у нас на сегодняшний день 20 организаций, такие организации, которые подтвердили действительно свою значимость и актуальность в сфере своей деятельности.
И если мы говорим о финансовой составляющей, то, конечно же, поддержка некоммерческих организаций, она очень актуальна на сегодняшний день и поддерживается на уровне руководства нашей страны и на уровне руководства нашей республики. Я вот говорила о грантах, которые объединены в нашем министерстве. Они уже в народе имеют свое название гранты Илдархана, которые были созданы в 2020 году. Ну и наши некоммерческие организации очень активно участвуют в грантовых конкурсах, которые проводятся на федеральном уровне. Начиная с 2017 года посредством участия в грантах наши некоммерческие организации привлекли в республику более 300 миллионов рублей посредством реализации более 330 проектов. И мы являемся одними из лидеров не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Наши некоммерческие организации по участию в грантовых конкурсах, по реализации проектов. И так, вот 1 октября ежегодно Министерством экономического развития Российской Федерации делается рейтинг субъектов Российской Федерации, где наш регион не сбавляет свои позиции, и мы всегда, каждый год в десятке лучших регионов, лидеров в Российской Федерации. Таким образом, по итогам 2020 года наш регион опять-таки совместно с такими большими регионами-донорами, можно сказать, как Краснодарский край, как Ханты-Мансийский федеральный округ, в числе регионов-лидеров именно по поддержке социального предпринимательства и некоммерческих организаций по предоставлению услуг. И мы на 8-й позиции по итогам 2020 года. А какие точки соприкосновения есть у Общественной палаты и Министерства на сегодняшний день? Конечно, наше министерство, как орган исполнительной власти, который курирует развитие институтов гражданского общества, активно взаимодействует с Общественной палатой Республики Саха-Якутия. У нас есть очень много проектов. Конечно же, одним из самых больших и актуальных проектов это является проведение гражданского форума. Также у нас есть мероприятия, такие называются как гражданские выходные. Ну, до пандемии, конечно, это были выездные мероприятия. Сейчас мы с таким же не менее успешно проводим и онлайн соответствующие мероприятия. Мы взаимодействуем, конечно же, по очень актуальной повестке нашей страны. Это программа по десятилетию детства, которые охватывают все органы исполнительной власти, все муниципальные образования, ну и, конечно же, некоммерческие организации, активистов нашей республики. Более 100 мероприятий проводятся у нас в рамках десятилетия детства. И, конечно же, Общественная палата в своей деятельности остро ставит вопросы вообще по развитию и десятилетия детства в республике, ну и, конечно же, актуальные вопросы по развитию некоммерческого сектора с тем, чтобы гражданское общество открыто могло разговаривать и с органами исполнительной власти, и с бизнесом. Благодарю вас, Надежда Вячеславовна, за актуальную беседу. Но мы лишний раз вспомнили о том, что развитое гражданское общество в первую очередь рождается из гражданского самосознания. Совершенно верно. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.